Ну что ж, дорогие друзья, конец света не наступил, имеет место лишь небольшой конец электрического света. Но я думаю, что эту проблему можно решить. И не стоит, как все, ругать правительство, потому что... А смысл? От того, что мы его ругаем, оно лучше не становится. Наша с вами же задача двигать прогресс здесь, в Кыргызстане. Ну, сегодня я хотел поговорить о том, что два немецких химика в 1923 году, Фишер и Тропш, придумали метод получения нефтепродуктов из газа, так называемый GTL. Этот метод позволял из определенного количества газа, перегнать определенное количество газа в нефть, загустить его. Также в 1944-1945 году, когда СССР отвоевал у гитлеровской Германии Румынию, и у Германии не оказалось нефти, эти же ученые разработали способ термокрекинга угля. Термокрекинга и как это называется? То есть превращение угля в жидкость. Фактически нагревать в такой закрытой посудине уголь с водой, и оттуда получаются какие-то нефтепродукты. Да? В принципе, этот процесс позволил Германии еще сопротивляться успешно почти 8 или 7 месяцев. А позже такой же случай произошел в Южной Африканской Республике. Дело в том, что там в свое время, когда они развили политику апартеида, то есть разделение страны на места для черных и на места для белых, все мировое сообщество объявило им экономическую блокаду, и тогда они добывали, естественно, нефть им не поступала, а жить надо было, и они добывали эту нефть, используя опять-таки термокрекинг угля, то есть так называемый CTL метод, то есть coal, C от слова coal, да? Они добились в этом определенного успеха и прожили несколько лет без поставок нефти с мирового сообщества. Также в 2008 году я серьезно занимался этим вопросом. Была такая задача, был такой интерес. Рассмотреть, можно ли поставить такой заводик здесь у нас в Кыргызстане, в месторождении Каракече и в месторождении Минкуш. Минкуш мы узнали, что там радиоактивные бурые угли, низкое калорийное содержание, низкая энергетическая ценность у этого угля, бурого угля. И, естественно, практически трудно поддается он термокрекингу. Зато черный уголь в Каракече вполне отвечал нашим целям. Единственная большая проблема была с этим месторождением, то что оно находится примерно, 205 километров от ветки Балухчи, железнодорожной. А автомобилями везти нефть, это просто нет смысла. Фурами, тем более, что там дороги нет нормальной. А построить железную дорогу по ценам РЖД, 205 километров обойдется 245 миллионов долларов по нашим подсчетам. Так что мы от этой идеи пока отказались, потому что другие еще цифры навели нас на определенные мысли. В 2007 году в Китае был построен завод, планировалось построить завод, который должен был осуществлять этот самый термокрекинг CTL, то есть превращение угля в нефть. Этот завод стоил 3 миллиарда долларов. Он должен был производить около 10-12 миллионов тонн нефти из угля. Примерно на 1 тонну угля уходило 5 тонн, то есть на 1 тонну нефтепродуктов из этого угля уходило 5 тонн угля. Вообще, если так посмотреть, амортизация такого завода составляла 7-8%. То есть фактически это 210-250 миллионов долларов надо каждый год вкладывать, чтобы все это оборудование не полетело. При этом, если посмотреть, сложить все затраты, высчитать себестоимость одного барреля, то себестоимость одного барреля равнялась 5,5 долларов. Одного барреля нефтепродуктов из угля. Но при этом затрачивалось безумное количество энергии, безумное количество усилий. Но процесс, в принципе, сам себя мог оправдать. Это интересный процесс. Но что плохо, когда мы рассчитали для Каракече не все так интересно. Скажем так,
Если мы берем небольшой, если мы берем совсем небольшой как бы заводик стоимостью 60-70 тысяч долларов, мощность его будет равняться не более чем 1,5 тоннам в месяц. При этом как бы себестоимость одного барреля с этого заводика будет равняться от 28 до 40 долларов за тонну. Да? Это в лучшем случае. А так вообще при производстве всего 12 тонн в год то себестоимость могла превысить операционные расходы. А когда себестоимость превышает операционные расходы, то как бы этот бизнес не имеет смысла делать. Мы не до конца все исследовали в этом вопросе. У нас осталось больше вопросов, чем ответов. Хотя в Кыргызстане есть ученые, которые занимались термокрекингом на экспериментальном уровне. Я думаю, что нам, как стране, отрезанной от залежей нефти и газа крупными горными породами, стоило бы подумать и об этом. Да? Стоило бы отработать, ну не знаю, кустарным образом, экспериментальным научным образом механизмы добычи нефтепродуктов из угля. Кто знает, может быть мы доведем до ума эту технологию и действительно в какой-то момент начнем сами себя обеспечивать нефтепродуктами. Из 1 тонны угля можно получить нефть. Из нефти можно выгнать бензин 80-й, АИ-80. При этом можно получить мазут определенное количество. Можно получить газ сопутствующий, метан или различные вариации метана. Причем с 1 тонны где-то КПД выработка составит около 60% от тонны. Да? Ну, то есть 600 килограмм из 1 тонны могут оказаться полезным материалом. Так что здесь есть о чем подумать, здесь есть что исследовать. Нам надо об этом с вами подумать. Кто действительно интересуется, давайте попробуем со временем экспериментировать с этим.